Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рад, что все пришли. Не ожидал, я думал, что придет у нас 2-3 человека где-то. И так я очень-очень рад. Гораздо больше людей, которых заинтересовала эта тема. И, собственно, сам рассказ «Ижевский мотоцикл» с немецким акцентом. Но мы пойдем по порядку, если можно так сказать, и начнем со слов «Ижевский мотоцикл». Давайте, что вы вообще помните, знаете про ижевский мотоцикл? Давайте посмотрим, сколько вообще у нас людей, которые на них когда-либо ездила, как-то с ними соприкасалась. Да, ездили, так, отлично, так, вот, раз, отлично, так, поездили, замечательно. Ну, тогда, я думаю, представляете примерно, что это, то есть, какие вообще ассоциации возникают, когда мы говорим «ижевский мотоцикл». Это когда там что-то было у родителей, там у кого-то у бабушек, у дедушек, какие-то мотоциклы в деревне, может быть, с коляской и так далее. Вот такие фотографии мы подобрали. Конечно, часто, да, такой мотоцикл с коляской. И давайте мы сейчас проверим все-таки тех, кто может немножко что-то вспомнить по истории Ижа. Давайте, каких мотоциклов Иж не существовало? Тут, наверное, вопрос больше даже будет к мотоциклистам, которые есть на этой выставке. Вариантов может быть несколько, может быть вообще все. Каких не существовало? Четырехтактный. Был какой-то экспериментальный. Гусары молчать. Трайков не существовало. Так, хорошо. Которые были. С литыми колесами. Ладно. На самом деле, давайте мы... В общем, правильный ответ: существовали все вот эти разновидности, да. В принципе, были все. И были и с коляской, конечно же, о чем я говорил в самом начале, и с грузовой, и с пассажирской. Четырехтактные были с самого начала, это ИШ-1, 1200 кубических сантиметров. Был и 500-кубовый оппозитный, и затем ИШ-Орион, и даже самый последний ИШ, это Сайгак, Спрингбок и 7-я планета, они также оснащались уже, правда, китайским двигателем, но все равно четырехтактным. Были ижи и трехцилиндровые, вот это спортивный трехцилиндровый ижевский мотоцикл. Были и... Вот это цилиндрик. Это цилиндрик, да, был. Сейчас покажу. К сожалению, он немножко долго листает, поэтому, видимо, паузы будут дольше. Да, вот этот цилиндрик такой у него. Просто, да? Именно цилиндр настоящий, трехцилиндровый, да. В двухцветной, конечно же, покраске. Я этого парня знаю. Да. А вот этого? Да, трайки трехколесные, конечно же. Даже сейчас, собственно, сказочные персонажи ездят на трехколесных ижевских мотоциклах и привозят нам на Новый год в Ижевск. Конечно же, были ижи и для кроссовых соревнований. Вы можете потом часть посмотреть на выставке «Ижевские мотоциклы» для шоссейно-кольцевых, естественно, были, конечно же. К сожалению, на той выставке нету, но есть в музее Ижмаша с литыми колесами, кто-то говорил нет. Все было, все было. На самом деле разнообразие было довольно большое, с роторно-поршневыми, оппозитными двигателями. В общем, да, с оппозитными. Тут не увидел, сейчас покажем. Вот. Да, плохо, конечно, видно цилиндр, это Иж-Вега и, собственно, Иж-500, 705 оппозит. Так, давай. Ставить с жидкостным охлаждением, в том числе 6-я планета, которая сейчас стоит на выставке. Поскольку у нас называется ижевский мотоцикл с немецким акцентом, немножко нам надо поговорить о том, как же появились ижевские мотоциклы. Собственно, рождение. День рождения ижевских мотоциклов, давайте все эту дату запомним и будем отмечать, мы-то и так отмечаем. Это 17 сентября 1929 года. И, конечно же, непосредственно одна из важнейших персон, можно сказать, создателей ижевских мотоциклов, это Петр Владимирович Мажаров. Талантливый инженер-теплотехник, который работал на Ижсталь-заводе. И как раз таки выступил с инициативой производства мотоциклов у нас в Ижевске. Вообще предлагалось производство велосипедов. Он же все-таки сказал, что нет, давайте лучше делать мотоциклы. Организовал мотосекцию и, собственно, приступили к работе над первыми мотоциклами. И давайте сейчас еще снова вопрос аудитории. Какой мотоцикл был первый? ИШ-1, ИШ-2, ИШ-3, ИШ-4 или ИШ-5? Все сразу. Не, в смысле первый какой собрали, разработали? ИШ-4. ИШ-2. Так, еще? Почему не ИШ-1? Иш-5. Почему не ИШ-1? Странный вопрос, но первый был ИШ-3 на самом деле. Почему так получилось? Потому что нумерацию уже создали потом. ИШ-1, он имел первостепенное значение для Красной Армии. И тяжелый мотоцикл, который мог таскать коляску, зенитное орудие.
И поэтому он был первый, ИЖ-1 Выглядел 1929 года. Да, он очень хорошо выглядел до сих пор. Вот, если вы придете в музей Жмаша и посмотрите на него, он никого не оставляет равнодушным, вот его дизайн. Очень такой солидный, хороший мотоцикл. Четырехтактный на 1200 кубических сантиметров. Далее ИЖ-2. В принципе то же самое, но с принудительным охлаждением. Также по некоторым данным был привод на колесо коляски. После этого ИЖ-3, который первый, и вот видите, у него еще даже надпись не ИЖ-3, а ИЖ-завод. То есть, когда его сделали, там еще никто не думал про какую-то нумерацию 1, 2, 3, 4, 5. 3 АЗ получается. Что? Нет, это ИЖ-3 будет потом. А сейчас это ИЖ-завод. Можно про него почитать статью, доказательство, что это ИЖ-3, который написал непосредственно сам Петр Мажаров. Статья опубликована в журнале «За рулем» 1929 года. Но сейчас мы ее целиком читать не будем, да и, в принципе, частично тоже давайте пока не будем. ИЖ-4 тоже сохранился, он стоит в музее Жмаша, как и ИЖ-1. Ну, к сожалению, не полностью, там каких-то деталей не хватает, но все равно представление о нем можно составить. И мотоцикл ИЖ-5, тоже 1929 года. Все эти мотоциклы, они отправились в пробег сразу же в этом же 29 году. Там тоже очень интересная история. Пробег должен был быть в июле, но, как всегда, не успевали сделать мотоциклы. Для того, чтобы вы понимали, все эти 5 мотоциклов были собраны за 8 месяцев, воплощены в металле. То есть очень сжатые сроки. Пробег был из Ижевска в Москву, Ленинград, Псков, Витебск, Харьков, Москва. Протяженностью больше 3300 километров. И все ижи успешно сдали этот экзамен и доказали то, что у нас в Ижевске действительно могут сделать мотоциклы. Да, первые, ИЖ-1 и ИЖ-2, они были еще с советскими двигателями, которые тоже были разработаны здесь. Дальше ИЖ-3, ИЖ-4, ИЖ-5, они оснащались немецкими двигателями, потому что Германия тогда была лидером в мотоциклетном производстве. На ее территории находилось 117 мотоциклетных заводов, то есть 117 марок мотоциклов, по сути дела. И как раз таки с учетом близости Германии, опыт черпался в том числе оттуда. Но и для того, чтобы чуть-чуть так представить, как проходил пробег, вот давайте я вам зачитаю небольшой фрагмент из письма, которое посылалось в отделение Автодора, которое помогало участникам пробега. На каждой питательной базе, ну так назывались заправки, необходимо заготовить бензина 250 литров, масло Автол 25-30 литров и тряпок мытых 3 килограмма. В местах остановки пробега необходимо помещение для ремонта и осмотра машин в условиях изоляции от зрителей, которые обычно сильнейшим образом мешают. Ну, то есть, в принципе, назовем их зеваки. Это из письма Нижегородскому отделению Автодора. Ничего не поменялось. Да, ничего не поменялось. Пробег был успешно завершен. Ну, там на самом деле можно рассказывать еще на отдельную лекцию. Производство в том числе было налажено в Ленинграде, налаживали его специалисты из Ижевска, в том числе Мажаров. Но если коротко, у нас началось к 1933 году строительство с первого в СССР специализированного мотозавода, который сейчас называется как? Мотозавод. Да. Ну, мотозавод Аксион. Да, все правильно. То есть он до сих пор существует, но мотоциклы он не делает с 1942 года. Хотя до сих пор называется мотозавод. Говорят, что с этим даже связаны какие-то ситуации были довольно забавные, когда в командировку посылали на мотоциклетное производство, и люди, конечно же, приезжали на мотозавод, ни о чем не думая. Ну, и здесь как раз кадры, вот строительство корпусов еще шло, корпуса сами не обогревались, но уже шла разработка мотоцикла. Предполагалось выпускать мотоцикл на TA 750, 750-кубовый V-Twin, тоже тяжелый как раз для Красной Армии. Но затем снова интересная там была перипетия, вот так вот этот мотоцикл должен был выглядеть. В общем, его, несмотря на то, что много доработали в Ижевске, передали в Подольск. Там все-таки пару слов я об этой истории скажу. В общем, в Англии был завод БСА. Он выпускал швейные машинки, а затем стал выпускать тяжелые мотоциклы. И у нас подумали, хорошо, ведь у нас тоже есть завод, который выпускает швейные машинки. Какие у нас есть заводы, которые выпускают швейные машинки? Подольские. И передали производство в Подольск. Потому что раз они выпустили швейные машинки, то значит они смогут выпустить и мотоцикл. Там, конечно, тоже не сразу все получилось хорошо, но мотоцикл стал называться ПМЗ 750. Ну а в Ижевске уже строится мотоциклетный завод. И далее, также, сейчас немножко я не туда ушел, для того, чтобы перенять опыт по строительству мотоциклов, Петр Владимирович Мажаров также много ездил в командировки в Германию. Он был там минимум 3 раза.
И вот здесь как раз тоже его статья из журнала «За рулем», где он особенно отмечает фирму ДКВ как одну из наиболее успешных, где очень высоко поставлена культура производства, где мотоциклы, ну помимо мотоциклов также производятся лодочные моторы, но все это производится таким конвейерным способом и получается очень дешевым, а также, конечно же, отмечает их высокое качество. Это было такое первое соприкосновение, и так получилось, что в Ижевске начали делать уже мотоцикл ИЖ-7. ИЖ-7 был сделан на базе Л-300 ленинградского, а он, в свою очередь, как раз на базе ДКВ Люксус-300. Несмотря на то, что Петр Владимирович всегда настоял на том, что ни одна из иномарок не подойдет для наших дорог, ну, все равно сверху было принято решение о том, что мы будем копировать какой-то успешный мотоцикл. И вот самым успешным был признан ДКВ Люксус-300, который в дальнейшем послужил прототипом для мотоциклов, ну, для ижевских и для ленинградских мотоциклов. Но предсказание Петра Владимировича сбылось. Вот здесь есть статья «Советский ДКВ», так и написано. И здесь рассказывается о том, что да, мы мотоцикл скопировали, но он не может ездить по нашим дорогам. Колеса, щитки забиваются грязью, магнито заливается водой, и, в общем, все это пришлось глубоко модернизировать. И дальше уже были мотоциклы ИЖ-8, ИЖ-9, они также стоят на мотоциклетной выставке, которую потом можно будет пройти. Но с историей мотоцикла ИЖ-7, вернее с мотоциклом, связана еще одна интересная история. Женский пробег 1936 года или марш ижевских амазонок. Тоже, это, как мне кажется, тема вообще отдельной лекции, но это интереснейшая история. И вот как раз выставка соседняя, она посвящена в том числе этим пробегам. Потом был еще второй женский пробег в 1976 году, где уже на более современных, конечно же, мотоциклах ехали. То есть здесь еще ИЖ-7. Что такое ИЖ-7? ИЖ-7 это мотоцикл с неподрессоренным задним колесом, с такой не самой лучшей передней вилкой и мощностью 5,5 лошадиных сил. Вот. Потом, конечно, уже все-таки пошло вперед развитие. Ну, ладно, не буду рассказывать все про женский пробег, чтобы вы все-таки узнали сами дальше на выставке. Хорошо, так. Мы поняли, так появились ижевские мотоциклы. Чья это заслуга? Ну, конечно, не одного человека, но все-таки довольно большая часть, в том числе инициатива, принадлежала Можарову Петру Владимировичу. Немножко поговорим о его судьбе. Родился он в Тамбовской губернии, в селе Саюкино, и был он в дворянской семье, поступил в реальное училище. Опять я написал, что здесь. А, нет, я не написал. Давайте, что проходили в реальных училищах? Что такое реальное училище? Да, что такое реальное училище и что в них проходили помимо немецкого и французского языка? Технические дисциплины. Правильно, да. Технические. Почему реальные? Потому что там занимались реальными делами, а не какими-то другими. Ну, а реальные дела у нас в начале 20 века все-таки также были связаны с импортом всех вот этих вот технических знаний, станков, оборудования, машин и так далее из, ну, собственно, Запада. И для этого как раз в том числе необходимо было изучать немецкий и французский языки, так как именно Франция, Бельгия, Германия тогда были, и Нидерланды, лидерами по техническому прогрессу. И вот как раз Петр Владимирович там изучал немецкий язык. После этого он отправился на обучение за границу. Куда, не было известно. Но вот был его паспорт, который оформлялся специально как раз для заграничных поездок, ну, для того, чтобы выехать за пределы России. И долгое время считалось, что он учился в Лейпциге, но оказывается это не совсем так. Вот об этом мы чуть позже скажем. После этого в 1924 году, тоже я не могу сейчас полностью всю биографию, к сожалению, рассказать, он переехал в город Ижевск, как раз на Ижстальзавод, в новопостроенные дома инженерного городка. Инженерный городок у нас это деревянные дома, как раз которые, ну, сейчас еще там пару домов остались, около Свято-Михайловского собора. Собственно, они, получается, видели и старый Свято-Михайловский собор, и вот новый тоже. Вот здесь виден даже его адрес. Инженеру Петру Владимировичу Можарову, Ижевск, вот область, Красная площадь, барак 22. Да, тогда это все место называлось Красная площадь. Вот здесь его фотография с семьей, жена Варвара Игнатьевна и сын Борис. И, собственно, его дом. Здесь он жил, работал инженером на Ижстальзаводе, показал себя талантливым инженером, модернизировал тепловое хозяйство этого завода. После этого как раз таки загорелся идеей о создании мотоциклов. И все его инициативы как раз и активное участие в разработке, они помогли появиться ижевским мотоциклам. Какие же увлечения были у Петра Владимировича? У него увлечения были довольно современные. Фотография,
мотоциклы и гиревая гимнастика. Ну, здесь, конечно, написано, кто это. Ну, собственно, вот кто был кумиром Ивана Поддубного. Вот кто был кумиром Петра Владимировича. Иван Поддубный. Вот здесь как раз его фотография. Итак, перейдем дальше. Он отправляется в Германию на обучение. Приезжает, это было еще, да, немножко я запутался, приезжает в Ижевск, и здесь уже также, кстати, необычный питомец, волк. Это вам не какой-нибудь ротвейлер или боксер, это настоящий волк. И, собственно, первый мотоциклист города Ижевска, Петр Владимирович у нас. Тоже номер 1 на мотоцикле. Волк ночной был? Волк ночной был? Волк был не ночной. Волк был... Да. Итак, значит, Петр Владимирович помог нам, собственно, организовал производство в Ижевске, организовал производство мотоциклов в Ленинграде и в Подольске. Я думаю, очевидно, что такой человек заслуживает мотопробега в свою честь, особенно к 130-летнему юбилею. И именно это мы решили сделать. То есть проехались в том числе по его местам в Ленинграде, заезжали в то место, где он учился. И да, мы нашли то место, где он учился. Учился он в техникуме Митвайда. Это все было, ну, это называется техникум, но сейчас это университет. В пробеге также, ну, как я сказал, в Германии было множество его точек, во Франции также мы посетили, это уже, так скажем, свободная программа, не совсем связанная с Петром Владимировичем, но это был мотоцикл пробега Иж Юпитер-2 69-го года с коляской. И вот на нем мы совершили этот пробег протяженностью 14 тысяч километров. Мы узнали, что он учился в техникуме Митвайда, это тоже детективная история на самом деле. Сначала мы как раз таки писали в Лейпциг, как и сказано в книге Олега Владимировича Курихина о том, что он учился в Лейпциге. На самом деле, когда мы написали в Лейпциг, нам сказали, у нас такого студента не было. Очень интересно то, что они в принципе имеют список всех студентов, хотя это было в 1911 году. И, ну, нет так нет. Написали дальше в Хемниц, это как раз город, и там неподалеку там тоже был технический университет. Но и оттуда пришел ответ, что вы знаете, у нас такого не было. Но этот человек в Хемнице решил, так, они его ищут, ну надо помочь как-то поискать. И начал рассылать письма по соседним университетам. И успех, пришел ответ о том, что да, действительно учился Петр Владимирович, и учился он в городе Митвайда. И, естественно, мы связались с университетом города Митвайда. У них удивительно сохранились все архивные документы. Вот эта вообще листовка рекламная 1910 года, она на русском языке, потому что было довольно много русских студентов, оказывается, там. Вот, здесь можно посмотреть состав по странам, кто учился в Митвайде. Здесь еще интересно, Германия, она представлена просто отдельными землями, ну, как будто бы отдельное государство. Поэтому нет отдельной Германии, можно сказать. А вот Россия зато... 475. Нет, подождите. Да, 475 учеников. Да, 475 учеников. То есть по сравнению с другими странами, да и в принципе по отношению к общему количеству 3610, довольно-таки большое процент содержания. Может быть, именно поэтому Петр Владимирович выбрал Митвайду. Здесь я точно сказать не могу. Даже из Южной Америки есть. Есть это всюду вообще здесь, но все-таки не в таком количестве. Потом можно будет ознакомиться, полистать, кому здесь было сколько лет, сколько было женатых, какое было вероисповедание и так далее. Там сохранились документы по Петру Владимировичу. Вот, например, часть его зачетной книжки. Как вам его оценки? Нравится? Правильные. Двоечник. Да, мы сначала ничего не поняли вообще, что это. Почему то кол, то 2,5, то двойка и так далее. И в принципе все. Да, это оценки наоборот. То есть вообще первая графа это прилежание было, а второе это уже, видимо, оценка на самом экзамене. Ну, то есть первая работа во время семестра и второе уже. Одни колы. Да, одни колы, но это звучит гордо. Это гордо звучит, да. И как раз вот он, этот Hochschule Митвайда, куда мы приехали и смогли все эти документы добыть по Петру Владимировичу. И вот этот вот период его жизни получил, можно сказать, освещение. Рядом с городом Митвайда, это район Рудные горы, находится город Хемниц и, конечно же, находится еще один город Чепау, в который мы тоже не могли не заехать. Что в городе Чепау? В городе Чепау как раз таки находилась эта фирма ДКВ. Здесь город Хемниц еще называется Карл Маркс штат, это карта... Переименовали. Да,
как правильно сказать, нет, не знаю. Ладно, карта периода ГДР, да, потому что это был Хемниц, получается, когда туда ездил Петр Владимирович, и это Хемниц сейчас тоже, в том числе. Вот, и здесь, ну, к сожалению, качество карты не очень позволяет увидеть, но где-то здесь должен быть город Чипао, вот как раз таки. Вот он. Вот он, да, я не вижу. Ну, хорошо. Да. И как раз от Мидвайда мы отправились в город Чипао, потому что там располагался завод ДКВ, который, как я сказал, послужил в первую очередь у нас прототипами мотоцикла ИШ-7. Это был ДКВ Luxus 300. И сейчас мы немножко переносимся в Чипао на рассказ о фабрике ДКВ и МЦ. Далее эти мотоциклы назывались МЦ. Там мы увидели упоминание о Бежевске, но оно было связано не с периодом, как раз таки, когда туда приезжал Мажаров, а с периодом с 46 по 52. Как же так? Что же такое там было? И почему это связано с Ижевском? И при этом там сохранились документы некоторые, фотографии, вот какое-то расписание, как у нас шли из Хемница в Ижевск. И связано это как раз таки со вторым периодом мотоциклостроения в Ижевске, когда здесь по репарациям вывезли часть оборудования, а также инженеров с завода ДКВ. И вот это упоминание до сих пор, такой вот стендик хранится в музее города Чипао. В замке, да, средневековом, который там был построен. Итак, немножко о том, что такое ДКВ. И вообще, почему, в принципе, Германия вырвалась вперед по мотоциклетному производству в 20-30-е годы. В соответствии с Версальским договором, после Первой мировой войны Германия не могла производить военную технику. И есть, значит, у нас куча молодых инженеров, у которых много энергии. Куда их девать? Ну, они сами стали выходить и, с оборонных предприятий, соответственно. И многое пошло именно на производство мотоциклов, как доступного транспорта. То есть автомобиль мало кто мог себе позволить, а вот недорогой мотоцикл самое то. И сначала ДКВ расшифровывался как Dampfkraftwagen, то есть паровые машины, но далее уже он стал расшифровываться по-другому. Поняли, что паровые машины не очень перспективны. И поэтому вот эти вот маленькие двухтактные мотоциклы стали называться Das Klein Wunder, маленькое чудо, или Das, так, сейчас могу перепутать, Das Knabenwucht, по-моему, мечта мальчишек. Здесь, как раз даже, вот Das Klein Wunder, это из книги о ДКВ. И в 20-30-е годы мотоциклы ДКВ стали одни из самых массово выпускаемых в мире. Собственно, это был крупнейший в мире мотоциклетный завод. Здесь как раз фотография Германа Вебера, главного конструктора, который далее тоже поедет в Ижевск уже в 1946 году. Ну и, конечно же, там были одни из наиболее передовых моделей. Если отмечать наиболее передовые модели, то это будет ДКВ РТ-125, РТ обозначает Reichstube, народная модель, и ДКВ НЦ-350, это был военный мотоцикл. НЦ обозначал неправильно прочитаю все равно, Central Custom Rahmen, новая центральная рама коробчатого типа. Также для тех, кто держал в руке раму мотоцикла, они могли увидеть, что более новые ежи, да и в принципе другие мотоциклы, они имеют трубчатую раму, а здесь коробчатая рама центрального типа, то есть штампованная, сварная она такая шла. С одной стороны, тогда это считалось очень круто, но потом от этого немножко постарались уйти. Но само название NZ, как я еще раз повторюсь, оно как раз касалось рамы. И вот наступает 1945 год, окончена Вторая мировая война. В Чипао он также оказался в советской зоне влияния. И поскольку ДКВ поставляла мотоциклы для немецкой армии, то по репарациям оборудование этого завода, а также детали мотоциклов, собственно, комплекты какие-то, они назывались кусты, то есть недостроенные мотоциклы. Все это имущество переходило Советскому Союзу. Вот здесь как раз фрагмент вывоза оборудования ДКВ. И, собственно, встал вопрос о выборе модели, потому что моделей было много. Вообще даже есть легенды целые о том, как выбирали модель. Значит, мы отметили две самые современные, РТ-125 и НЦ-350.
И изначально в Ижевске шла речь о том, что, возможно, у нас будут производить 125-кубовую модель. Но есть книга, где там таким высоким языком написано, что здесь был митинг о том, что у ДКВ есть более мощная модель, давайте лучше производить ее. Есть другая легенда, согласно которой везли вместе оборудование 125-кубовой и 350-кубовой модели, и просто ижевчане захотели делать 350 кубов и украли эти вагоны. Но В Коврове вот прямо до сих пор стоят. Они прямо обижены. Помнишь? Да, в Коврове. Обижены? Да, а другое оборудование, ну да, как раз пошло в Ковров и в Москву. Есть еще одна версия, отчет, собственно, о выборе модели мотоцикла для производства. Вообще изначально шла речь о том, что будет выпуск мотоцикла «Москвич», но о нем вообще никаких данных, это была такая мало проработанная конструкция. И вот когда наши сотрудники завода 74, это Ижмаш, прибыли в Чапау, то оказалось, что оборудование по производству мотоциклов РТ-125, оно уже, грубо говоря, занято наркоматом среднего машиностроения. А вот оборудование по производству мотоциклов НЦ-350, оно свободно. И поэтому, как раз он в том числе был военной моделью, решили брать именно это оборудование. И здесь вот список небольшой из отчета Соломонова Савельевича, инженера Ижевского машиностроительного завода, о том, что было подобрано. Техническая документация на РТ и НЦ мотоциклы. К этому мы с вами еще вернемся, вот это запомним. Дальше. Образцы мотоциклов РТ и НЦ. Кусты и детали мотоциклов в количестве от 20 до 100 комплектов, за исключением некоторых деталей. Но кусты это недостроенные, то есть там стоит рама, на ней что-то навешено, к этому тоже мы еще вернемся. Все имущество завода ДКВ укупорено и подлежит отгрузке на Московский велозавод. Это как раз таки оборудование по выпуску РТ-125. В Ижевске же тогда решили налаживать производство мотоциклов НЦ-350 на заводе 74. Для чего также был направлен самолеты за документацией и поезда за оборудованием. Но помимо этого, также, помимо перевоза части оборудования, в Ижевск прибыли инженеры фирмы ДКВ. И как раз таки вот этот уголок Чапау, он был посвящен описанию этого переезда. Вот здесь вот маленькая карта, к сожалению, тоже плохо видны города, и, собственно, где, когда они ехали, во сколько все отмечали, в какую дату, где-то тут переправление через Волгу было отдельно около Казани. И прибыли сами инженеры в Ижевск 5 ноября 1946 года. Как мы знаем, в том числе за то, чтобы организовать производство мотоциклов в Ижевске, выступал Устинов, который курировал оборонную промышленность. И в том числе это была его инициатива. И вот данный отрывок он из книжки под именем Иж. Здесь Устинов сказал следующее. Оружие делаете вы хорошо и с умом, а в мотоциклах ничего не понимаете, поэтому запрещаю что-либо в них менять. Скопируйте 1 к 1, потом, когда разберетесь, будете, если потребуется, менять, а сейчас ни-ни. Ну, с этими словами я бы, конечно, не был согласен, потому что мотоциклетное производство у нас уже было. Мотоциклы выпускались с 1933 по 1942 год, было много перспективных моделей, но так распорядилась судьба, что само производство у нас дальше было передано на другой завод, и шла речь о том, чтобы, собственно, взять просто копию ДКВ НЦ-350. Естественно, просто копию не получилось. Все равно были доработки. И вот как раз в этой книге под именем Иж, если ее почитать, окажется, что просто перевести сюда оборудование ДКВ, инженеров и так далее, это бы не позволило ижевскому мотоциклу стать именно Ижом. ДКВ выпускал множество моделей. И нельзя сказать, что, несмотря на то, что это был один из крупнейших заводов, а в какое-то время и крупнейший, нельзя сказать о том, что выпуск был по-настоящему массовый. То есть в тех же воспоминаниях ветеранов завода Ижмаш рассказывалось о том, что часть каких-то деталей всегда приходилось дорабатывать напильником, потому что в конструкторской документации было несколько просчетов. То есть дальше была серьезная работа инженеров, потому чтобы эти мотоциклы стали действительно массовыми, несмотря на то, что они уже выпускались, хотя, казалось бы, бери и делай, но так не получилось. И также для того, чтобы здесь налаживать производство, часть инженеров была перевезена, собственно, из города Чапау в Ижевск.
Здесь они жили очень хорошо, это были не военнопленные. Про их условия, ну, сейчас мы посмотрим частично фотографии. Вот здесь вот список специалистов, среди которых есть и Герман Вебер, и Отто Гофман, директор завода. Всего в Ижевск прибыло 35 человек, немецких специалистов. В том числе часть из них поехали с семьями. Кто-то боялся брать семью, ну, сейчас мы посмотрим тоже почему. Собственно, но кто-то, в принципе, не испугался. И вот как раз одна из фотографий. Дальше немножко о жизни инженеров в Ижевске. Почему же не все поехали с семьями? Здесь как раз я прочту маленький кусочек из доклада Вальтера Хайденрайха. Он очень длинный доклад, очень интересный, берет за душу, но сейчас нет возможности его прочитать, потому что читать его это отдельно минут 40, я думаю, если не больше. Если коротко, о СССР у меня были обычные стереотипные представления негативного характера. Когда я познакомился с этой страной, прежде всего с ее людьми в течение более 5 лет, для меня открылась совсем другая картина. Я всегда защищал СССР, когда говорил об этом со своими коллегами по мотоциклетному заводу, в который я вернулся. Мы подружились и должны поддерживать эту дружбу. И действительно, он всегда очень хорошо отзывался о России, о советских людях. И прежде всего, многим мешало поехать вместе с семьями в Советский Союз тогда. Ну, и, в принципе, они имели опасения по этому поводу. Как раз таки пропаганда, которая была в нацистской Германии. А какие стереотипы? Что? Какие стереотипы были? Да, стереотипы там, я сейчас даже не вспомню, но... Деревянные дома. Что? Деревянные дома, гигиена. Деревянные дома, да, то, что здесь все живут в каких-то бараках, чуть ли не землянках. Что? Да, ходят в лаптях. В общем, там было очень много стереотипов. Представляли, что тут вообще ничего нет, просто какая-то пустошь, болото. Да, все живут в землянках, ничего вообще нет. Сейчас нас сюда привезут, где мы будем жить, что вообще будет происходить. Они несколько раз употребляют слово пустыня и пустошь. Они думали, они приедут, тут пустыня, пара деревянных домиков, одни какие-то бараки. И Да, они что думали, мы здесь что будем делать? люди здесь не моются. Мало Особенно кто... женщины. Естественно, мало кто осмелился взять с собой семью, сказал, нет, я поеду один. Хайденрайх, он тоже поехал один. После этого он прямо преобразился в своем отношении к Советскому Союзу. Приехали. Их привезли на каменное здание только что построенного ЖД вокзала. Это было первое впечатление. Там, с ними действительно обращались очень хорошо. И тем интереснее это изменение в отношении Хайденрайха, если почитать его характеристику. Какая, эта характеристика составлялась, в принципе, на всех немецких специалистов. Так вот, здесь мы видим человека, который восхищается Советским Союзом, восхищается людьми. А до этого он был членом нацистской партии, и поэтому здесь он признан политически неблагонадежным. То есть вот эта как раз пропаганда, которая там царила, она действительно очень сильно очерняла Советский Союз и, в принципе, людей, которые там жили. Здесь же мы видим, что человек, когда приехал, увидел это все своими глазами, он действительно очень сильно поменял свое мировоззрение. И стоит сказать, что здесь с инженерами, грубо говоря, обращались очень хорошо. Они не были заключенными, то есть это была будь-то бы такая длительная командировка. Конечно, относительно принудительная командировка. Некоторые историки называют это люкс-гулаг, но я думаю, многие такое еще и пожелают, потому что для того, чтобы разместить здесь инженеров, был расселен номенклатурный дом, то есть партийный. И сами инженеры получили квартиры в каменном доме в центре города, это в 1946 году, где и комнаты, количество комнат подбиралось с учетом того, собственно, насколько большая семья. У кого-то были 3-4-комнатные квартиры там. Их, в принципе, не ограничивали в общении. Вот здесь они празднуют 60-летний юбилей, отправляют открытку, и здесь маленький списочек того, что, в принципе, им можно ходить друг к другу, слушать радио, вообще, в принципе, заниматься чем угодно, ходить в кинотеатры, театры и так далее. Да. Расскажи про шапочку, пожалуйста. Про шапочку? Вот как раз в отчете Хайденрайха было о том, как о них заботились, о том, что всегда нужно было носить с собой паспорт. Один раз он паспорт с собой не взял и немножко так боязно шел. Это был март, еще лежал снег. И тут как раз его окликает милиционер, он уже испугался или что-то нарушил, у него как раз с собой нет паспорта. И испугался, что сейчас нельзя так делать, его поведут в отделение. Там, конечно, он говорит, тоже долго не задерживали, но все равно что-то нарушил, не по себе человеку. И
Тут милиционер ему говорит: вы немецкий специалист, и вы должны ходить в шапке, иначе вы простудитесь. Так что это опасно, идите домой и наденьте шапку. Вот. Там он вспоминал о том, как их пропускали в магазине без очереди, хотя это просто делали также местные люди из своей инициативы, то есть никто их не вынуждал. То есть отношение было очень хорошее, их всех это очень впечатлило. Вы можете видеть то, что здесь они ходили и на пруд купаться, и, собственно, они катались и на пароходе по пруду. Их дети, они также обучались немецкому языку в 22-й школе, судя по свидетельствам. Хотя они думали, когда ехали, что их будут здесь закидывать камнями и издеваться на улицах. Да. Поэтому первые дни даже боялись выходить из дома. Да. И вот, помните, я вам сказал, запомните про документацию на мотоциклы NZ, которую тогда подобрали. И вот, наступает 2021 год, это как раз документация, по которой налаживалось производство, и внезапно была обнаружена часть чертежей по электрооборудованию, которые были вывезены из города Чепау в 1945 году. Мотосообщество Ишижевское, оно организовало, так скажем, выкуп этих чертежей и передало все эти чертежи Национальному музею. И сейчас эти чертежи представлены на выставке. После лекции мы с вами подойдем как раз к тому уголку и с вами на них посмотрим. Вот представитель как раз у нас из этого мотосообщества Ишижевск. Его и здесь тоже показывают, можете здесь посмотреть. Там показывают. Да, и вот здесь один из чертежей. Здесь тоже представлена часть чертежей. Давайте, может быть, кто-то из мотоциклистов узнает, что это за детали мотоцикла. Так. Ладно, это попозже. Это кто-нибудь узнает? Я узнаю. Вот это узнаешь, понятно, да. Вот интересно то, что... Вот это? Нет, то, что штамп вот этот. Штамп, да. Штамп стоит июня 1945 года. Каждый, чертеж проштампован, то есть оригинальные чертежи, которые были как раз с завода. Значит, с 25 мая, по-моему, самым ранее, 25 мая 1941 года, когда начали уже. 45-го. 45 да. 25 мая 1945 года начали штампы эти делать. Как раз эта папка там представлена, папка тоже оригинальная. В общем, это задний стоп-сигнал, это кусочек глушителя, который называется рыбка, а это схема электрооборудования, которая вклеена внутрь, там, где можно посмотреть, но она тут еще на немецком. Вот такие вот там были интересные документы, но, конечно же, надо было их изучить повнимательней. И когда начали пролистывать их, оказалось, что вот у нас есть мотоцикл ИЖ-350, первый послевоенный, а он мог быть и не ИЖ-350, он мог называться по-другому. Сохранился такой рисуночек, можно сказать, где на чертеже ДКВ, то есть там стоит вот такая распредкоробка, так называемая распредкоробка, то есть там в основном все электрическое оборудование. И здесь как раз фантазировали. Вот этот вот символ 4 кольца Автоюнион, про него я вам не рассказал, это концерн, в который входила ДКВ Автоюнион. Хорьх, Вандерер, если я не ошибаюсь, Ауди и собственно, ДКВ. И на его месте планета с орбитой, номер 74, это номер завода Ижмаш, а здесь надпись ИЖ-45. 45 это 45-й год, когда как раз думали его поставить в производство. Поставили в 46-м, начали производить, а сам мотоцикл тогда назвали ИЖ-350. Так вот, это первое, что бросилось в глаза, там довольно много, можно сказать, по крайней мере, несколько из таких чертежей, где речь идет о том, что мотоцикл мог называться ИЖ-45. Это такой маленький интересный факт. Пойдем дальше. Дальше в этом комплекте мы обнаружили чертежи двухцилиндрового двигателя ДКВ НЦ-352, который не производился. То есть здесь видно было по чертежу, как раз по размерам, которые указаны, то что это какой-то другой мотор, другой мотоцикл. И все это спровоцировало дальше поиски, где как раз я тоже писал различным любителям ДКВ в Германии. Очень удачно получилось выйти на Фридера Баха и Хайнера. Их я вам чуть позже покажу. И оказывается, что не только в Ижевске занимались подготовкой производства мотоциклов для Ижевского завода. То есть были инженеры непосредственно здесь, которые работали, которых вывезли, которые были здесь с 46 по 52 год. Но также было конструкторское бюро в городе Хемниц, конструкторское бюро Августа Прюссинга. И там очень длинный список того, чем они занимались.
Среди этого именно к ижевским мотоциклам, там вообще длинный список, там и по оппозитам было, и по грузовикам что-то, и по автомобилям. И касаемо именно ижевских мотоциклов, там выделялись вот эти 3 вещи. Первое. Разработка производства колясок для мотоциклов от 350 до 750 кубических сантиметров, в том числе грузовых и почтовых колясок. Разработка двухцилиндровой версии двигателя ДКВ НЦ-352 с максимальной унификацией с одноцилиндровой версией. Но никаких опытных образцов не было, по некоторым сведениям. По другим был сделан один образец, он попал в аварию, и дальше дело не пошло. То есть была задумка как раз таки с самого начала практически производить двухцилиндровую версию ДКВ НЦ, в Ижевске. И следующее, очень интересное, как мне кажется, пункт, это модернизация ДКВ НЦ-351, в частности, разработка задней подвески и телескопической передней вилки, перевод картиров, крышек и так далее с чугунного на алюминиевый сплав и изменение документации под стандарты СССР, то есть различные допуски, обозначения и так далее. Что это значит? Перевод картиров крышек с чугунного на алюминиевый сплав. Картера были чугунные, это очень утяжеляло мотоцикл, порядка на 20 килограмм. Почему так было? Не хватало авиационного алюминия, и из алюминия нельзя было делать двигатели вследствие войны. Вот разработка задней подвески и телескопической передней вилки, я думаю, мотоциклисты тоже поймут, к чему это все идет. Это все ведет к тому, что у нас дальше в 1951 году пойдет в производство мотоцикл. Какой мотоцикл? Какой мотоцикл? Да тут пока листает, как раз можно Так подумать. Какой мотоцикл? Какой? Да, правильно. Как раз телескопическая передняя вилка и задняя подвеска. Вот он, мотоцикл ИЖ-49. Это совместное творение немецких и советских инженеров. То есть, да, задание было дано в конструкторское бюро Хемниц, но содержится сведения, что там очень активно было сотрудничество, в том числе с советскими инженерами. Если коротко, то советские инженеры максимально вообще были против как раз таки вот этой вот штампованной рамы, потому что она была очень тяжела в производстве, именно массовом. Например, ИЖ-350 их за 5 лет сделали около 110 тысяч штук. ИЖ-49 там вообще чуть ли не 400 тысяч штук было сделано. То есть по меркам ДКВ это были очень массовые мотоциклы. В ДКВ их было сделано такого типа гораздо меньше, имеется в виду с таким типом рамы. И поэтому как раз таки в том числе с работой советских конструкторов задняя часть она уже стала трубчатой, но передняя еще оставалась. Но вот такой вот получается интересный он ИЖ-49 тем, что это именно совместная была работа и советских, и немецких конструкторов. То есть такая модернизация. Этот мотоцикл стал легендарным, и до сих пор его многие знают, узнают, вообще радуются, когда видят на дорогах. То есть даже ИЖ-350 его как-то почему-то меньше помнят, а вот ИЖ-49... 49-кой называют. Да, его называют 49-кой, да. Ладно, хоть не Уралом еще, если. Да. Ну и после всей этой работы как раз таки немецкие инженеры возвращаются домой, на родину, в Германию. К сожалению, не все вернулись. Конструктор Герман Вебер, он умер в казанской клинике, но он поехал уже, будучи больным в Ижевск. Он умер от щитовидной железы. Другие немецкие специалисты его также навещали, когда он был в казанской клинике, и отмечали, что действительно лечение, оно здесь на уровне, лечение достойное, ну просто так получилось. Но при этом нельзя сказать, что их уехало меньше, чем приехало, потому что вот здесь можно прочитать, например, что у пары Фолькмар в Ижевске родился сын. Вот Дич Ганс женился в 1947 году. Так что уехало их даже больше, чем приехало. Так это было. И вот в 1952 году они вернулись в город Чапау. В Ижевске производство мотоциклов продолжилось, уже вели его советские инженеры. И появился мотоцикл ИЖ-56. Здесь уже отказались, наконец-то, на радость всем инженерам и технологов от той самой рамы, которая была очень тяжела и в производстве, и по весу она была тяжела, и по надежности, говорят, она не самая превосходная. И здесь как раз уже трубчатая рама. А затем ИЖ-56 еще имел старый двигатель, по сути дела, от NZ, а затем уже появилась на этой же раме собственной разработки уже и двигатель собственной разработки. И это у нас мотоцикл ИЖ-Юпитер, который в том числе выпускался и с коляской. Именно для него у нас была коляска. Ну и считалось, что Юпитер должен быть с коляской, планета-одиночка, как менее мощный мотоцикл. Изначально было так. В городе Чапао тоже производство мотоциклов не остановилось, вернее, оно возобновилось.
только завод уже назывался не ДКВ, а МЦ, Моторадверк Чапау. И эти мотоциклы, они на самом деле, ну, с таким-то штатом специалистов, они тоже были передовые, они выигрывали многие гонки. Здесь представлены дорожные модели, немножко странный дизайн, особенно у цилиндра кажется, но вот такой, зато узнаваемый, да, очень кубический. И они в том числе делали, конечно, то, что делали и до войны некоторые мотоциклы. Мы говорили о том, что у ДКВ было две передовые модели. Это РТ-125 и НЦ-350. И у многих сейчас, надеюсь вообще-то, что нет, может сложиться впечатление, что вот, в Ижевске все скопировали, эх, почему мы так сделали, никто же больше так не делал. Но для того, чтобы никто так не думал, мы сейчас посмотрим, кто скопировал ДКВ. Итак, ДКВ РТ-125. Один из самых скопированных мотоциклов, вообще самый скопированный мотоцикл всех времен на самом деле. Значит, копии ИФА РТ-125 и ДКВ РТ-125 Вест в Западной Германии делался. Ну ладно, это еще условно можно считать копией, потому что это, собственно, тоже предприятие. Дальше, Москва М1А, далее минские мотоциклы. Это тоже они взяли начало от ДКВ РТ-125. Дальше, К-125, Ковровцы и Восходы, тоже известные в Советском Союзе мотоциклы, и тоже начало ДКВ РТ-125. Ну, что у нас напрашивается? Хочется сказать, так вот это в Советском Союзе все копировали, больше-то нигде, наверное, не копировали. Хорошо, пойдем дальше. Сокол 125, Польша. Так, дальше, может даже быстрее. SHL, Польша, тоже копия ДКВ РТ-125. ВСК, Польша, тоже эти мотоциклы там долгое время производились. Чепель, Венгрия, там, где потом делали Панонию. Так, хорошо, кто копировал? Видимо, страны социалистического лагеря. Так, ну ладно, хорошо, что тогда насчет такого мотоцикла? Рождут Эскорт, Индия, тоже копия ДКВ РТ-125. Ну ладно, в Индии вроде бы нет развитой мотоциклетной промышленности, скопировали и скопировали. А кто-нибудь поинтересней? Ага, Royal Enfield, Англия, тоже у него была модель, копия РТ-125. БСА Бантам, Англия, тоже одна из известнейших фирм. Ну ладно, Англия. Так, Италия тоже копировала. Мотомарини. А может, серьезные производители какие-нибудь? Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон Хаммер тоже имел копию мотоцикла ДКВ РТ-125. Вот он. То есть, по сути дела, это брат Минска здесь представлен. Хотя Харли Дэвидсон. Но с каким-то непонятным там дюймовым крепежом. И одна из самых интересных копий это Yamaha YA1. И почему эта копия интересна? Это потому что Yamaha не делала мотоциклов. То есть она просто взяла ДКВ РТ-125 и запустила это как свою первую модель. Ну да, доработанную там немножко, где-то по подвеске и так далее. Но по сути дела Yamaha началась точно так же, как тот же, ну, грубо говоря, Минск возьмем. Просто скопировали ДКВ РТ и начали производить. Ну а дальше она уже начала производить свои доработки. Но первый мотоцикл Yamaha, вот он тоже именно такой же. Так что ничего в этом не было. Вообще, в принципе, патенты все они были аннулированы после 1945 года в Германии. И поэтому копировали все. И это не считалось чем-то плохим, что кто-то не может что-то сделать. Также дальше уже сами мотоциклы МЦ, ну, с таким-то штатом специалистов, тоже имели спортивные победы. И помимо побед в многодневных соревнованиях, также побеждали и в шоссейно-кольцевых. И вот здесь опять японцы берут и копируют мотоцикл МЦ. То есть они дважды вообще скопировали, по сути дела, ДКВшные разработки. Это мотоцикл Yamaha RD56, и после этого был такой же Suzuki ну, это как раз для шоссейно-кольцевых гонок. То есть вот этот штат специалистов, он работал, а другие все равно также копировали, в том числе и японцы. Итак, причем тут пробег 2018 года, о котором я вам говорил, причем тут ДКВ и все такое. Многие эти сведения, которые сейчас были рассказаны, они как раз таки появились с помощью этого пробега 2018 года, в который мы отправились. Мы прибыли в Чапау, нашли вот этот стендик про Ижевск и пообщались с местными работниками музея. Местные работники музея были не очень приветливые. Во-первых, они не хотели ни с кем общаться. Они просто не знали английского. Ну и часть не хотела ни с кем общаться. Мол, кто вы уходите? Ну ладно, просто не понимали. Да, и не знали английского вообще.
А мы могли с ними только на английском говорить. Ну, на французском еще Лена могла, но французского они тоже не знали. Я думаю, они не были неприветливы. Просто Ладно, к ним подошли хорошо. какие-то люди такие ахала, ахала, ахала. Ладно, хорошо, они были приветливые и ленивые, кроме одного человека. Да. И этот человек, он, оказалось, чуть-чуть понимает английский, даже чуть-чуть что-то помнит по-русски, ну, так как учился в Восточной Германии. И как раз она оказалась журналистом и написала статью в местной газете. И после этого с нами связалось аж 3 человека. Мы не ожидали вообще Внезапно. такого. Да. И с нами связался Норберт Штаффа, Хайнрих Якоб и Карл Шайбнер. И как раз таки, ну, давайте. Первым, по-моему, с нами связался Карл Шайбнер. Можно я Да. про Карла расскажу? Давай, что ты хочешь рассказать? Я хочу на секундочку вклиниться Давай, в свое давай. повествование. Это было довольно устрашающе. Нам просто на почту пришло сообщение. Здравствуйте, там Кирилл Александрович или там Кирилл Топков. Можно получить ваш адрес почтовый? Просто тут в газете написали статью, вот она. Ее прочитал военнопленный, который был пленным в Ижевске. И теперь он хочет с вами связаться. Он и хочет вам написать что-то сказать. письмо. Он хочет вам Да. что-то сказать. И мы так напряглись, такие, а может не будем его отправлять? Как-то неловко, что ли? Что он хочет сказать? Здравствуйте, в вашей стране меня чуть не убили. В вашей Но стране... нет, оказывается, он хотел сказать не это совсем. Да, мы очень так опасаясь ждали письма, но когда оно пришло, это письмо, очень удивились. Да. Он вообще прислал его на русском, для этого он нашел у себя в городе учительницу русского языка, пошел к ней, чтобы написать это письмо. В общем, он был военнопленным в Ижевске с 46 по 48 год. Вот в том году еще мы списывались с его сыном, он был жив, но у него проблемы со зрением сейчас, я не знаю, мы просто не смогли дописаться его сыну, как он. В этом году ему должно было исполниться 100 лет, я надеюсь, что все хорошо у него. Я надеюсь, исполнилось, да. Как и ДКВ, кстати, тоже 100 лет. И он нам прислал несколько писем, где он рассказывал о том, как он, собственно, жил в Ижевске, как он сюда попал. Это вообще интереснейшая тоже история. Вот человеку было, ну, когда он писал эти письма, почти 100 лет, а сейчас уже 100, и это был 46-й год. Что вы помните из личных воспоминаний о 46-48 годе? Из личных воспоминаний Да, 60-летней именно из давности. личных, да, 60, сколько уже там лет, да. А он очень много помнит. Он присылал нам чертеж, рассказывал, что вот мы делали такую конку, ну, дорогу для того, чтобы по ней шли кони и тащили вот эту телегу. Присылал как бы эскиз, там отмечал какие-то размеры даже. После этого он писал, что у нас была норма, он сначала работал лесорубом, рассказывал, у нас была норма, если там меньше 16 сантиметров, то это мы пускаем на жерди, если больше 16, то на дрова, что-то там такое. Я уже не помню. После этого он рассказывал, как он работал здесь на Ижстале. Я ему присылал фотографии Ижевска. Он очень удивился, сказал, ого, это здесь плотина, а я думал, что это озеро. Он рассказывал про то, как у них был театр здесь свой в лагере. Как им для доверяли. военнопленных. Как они? Что? Как им доверяли. Да, им доверяли, то есть, в принципе, они могли по городу, на работу их, конечно, сопровождали, но в основном для их же безопасности, как он сказал. Но в основном все тоже относились очень хорошо, и он нам написал, что я прочитал вашу статью в газете, то есть вы из Ижевска и были в Чепау, а я из Чепау и был в Ижевске, и мне очень понравилось время тоже проведенное в Ижевске, вот, и я надеюсь, вам тоже понравилось в Чепау. Ну, неожиданно, да, получать такое от военнопленного, что ему понравилось в Ижевске. Но, тем не менее, это было так. То есть, тоже, даже мы до этого говорили про инженеров, что к ним здесь очень хорошо относились. А вот не только к инженерам, но и, в принципе, ко всем людям, которые здесь были. Вот, в том числе к немецким военнопленным. Вообще, военнопленные в основном занимались здесь строительством, но также и работали на Ижевском сталелитейном заводе, на Ижстале. Вот, да. Он тоже очень боялся, когда его привезли в Ижевск. Он думал, что их здесь будут очень издеваться, забрасывать камнями. И даже прислал в письме одну историю, как они шли с работы, с завода, видимо, уже в лагерь, и кто-то начал кричать на них, конечно. Ну да, понятно. Это понятно, в 46-м году. Вот. И он думал, что никто никак не будет реагировать на это, а сопровождавшие их, как бы их назвать, конвоиры, милиционеры, не разрешили людям на них кричать, и даже того, кто пытался камнем кинуть, поставили в конец. Да, чтобы он шел вместе с ними. Чтобы он шел вместе с ними. Да, То вот есть он был очень шокирован тем, насколько к ним здесь было
нормальное, вполне нормальное Да. отношение. Второй человек, который написал, был Хайнрих Якоб. Это человек, который занимается историей ДКВ. Его интересовало здесь возможное местоположение. Возможно, что в России еще находились какие-то мотоциклы. Он интересовался именно гоночными мотоциклами. Вот. И мы с ним тоже долго общались. Он также общается с Фридером Бахом. Вот здесь, кстати, можно будет полистать, кто захочет. Его книга, вот он, Хайнрих Якоб. Здесь, как раз книга, которую он написал, в том числе с чертежами, которые я ему немножко помог, сказал, где найти. И с ним я как раз консультировался немножко по вот этой документации ДКВ, которая здесь представлена на выставке. Сейчас, которая как раз была передана сюда в мотосообщество Мишелевское. И третий человек — это Норберт Штаффе, вообще тоже удивительный человек. Это председатель сообщества друзей России в Германии в районе Рудные горы. Действительно, вот самый настоящий друг России. Он и в туристические поездки сюда тоже много раз ездил, но наиболее интересно, это, конечно, его деятельность. Он тоже прочитал статью в газете и решил с нами связаться. Он всячески пытается всегда, скажем так, продвигать Россию как-то, хорошо не отзываться, они всегда ездят по воинским захоронениям советским в Германии. Взаимодействует с музеями тоже, чтобы какие-то устраивать выставки совместно. Он очень вообще радовался и всячески помогал, в том числе организации вот этой выставки. Здесь он даже записал видео со своим другом. Это видео можно будет как раз посмотреть в том углу, но сейчас мы все туда подойдем. И они это сделали на русском языке. К сожалению, русский все-таки не их родной язык, там очень непонятно. Но если постараться, то можно. Да. И он как раз рассказал про вот это, собственно, открыл для нас доклад Вальтера Хайденрайха, он общался с его сыном. И вот это его книжка, которая посвящена здесь как раз жизни инженеров, немецких инженеров в Ижевске, как раз в период с 46 по 52 год. Я немецкий не знаю, картинок здесь мало, но они есть, так что можно тоже посмотреть. Ну, очень интересно, да? Да. Вот, и как бы много это тоже, то есть вот удалось связаться с этими интереснейшими людьми как раз таки благодаря пробегу. На этом хотелось бы еще завершить лекцию, как раз таки напомнив, что в этом году празднуется столетний юбилей ДКВ, далее МЦ. Но, к сожалению, производство мотоциклов МЦ остановилось в 2008 году, точно так же, как и производство ижевских мотоциклов, то есть оно было начато в 1920-х годах и остановилось в один год, что в Ижевске, что в Чапао в 2008 году. А в этом году там праздновали столетие мотоцикла ДКВ. Мотоциклетный город. Да, Моторрадштадт, мотоциклетный город Чапао. И хотелось бы, чтобы Ижевск тоже обладал таким. На этом сама лекция закончена. Можно посмотреть здесь ссылку, где видео с пробега, сама информация по истории советских мотоциклов. И сейчас вот давайте как раз пройдем к экспонатам, которые сейчас, здесь одну секундочку еще. Да, 25 ноября будет еще одно мероприятие, посвященное немецким специалистам и вообще немецкому акценту в производстве ижевских мотоциклов. Оно будет проходить от лица, я так понимаю, что от лица общества российских немцев в Ижевске, да? Да, состоится в библиотеке УДКУ 25 ноября в 18:00. Будет двуязычный на двух языках. Кто изучает немецкий, тем будет, конечно же, интересно, да. И там будут, очень много будет интересных моментов. В том числе театральные выступления. В том числе театральные выступления. То есть мы взяли за основу доклад господина Хайденрайха, и школьники 22 школы 10 класса, они делают сценку о том, как вот специалисты приехали в Ижевск, и они будут говорить по-немецки, с переводом, естественно, да, как они здесь жили. Вот интересная очень версия, такая небольшая театральная зарисовочка на 15 минут. Но вообще мероприятие будет недолгим, там час 15, в конце фуршет. Вот, это мы стараемся вместе с библиотекой, вот мы проводим готовность. Напомню, Хайденрайх — это инженер, как раз, у которого так сильно изменилось мировоззрение после того, как он провел вот это время в Советском Союзе, 67 месяцев, как он сам говорил, про которые мы здесь с вами говорили. Но здесь, естественно, не получилось представить полностью его доклад. Ну и сейчас к экспонатам. Так, да. Вот здесь будут книги, кто захочет, может полистать. Давайте сейчас вот сюда как раз пройдем.
в